Доброе утро, Якутия! Ну, у кого оно не доброе, думаю, именно с нами у вас поднимется настроение. На календаре сегодня 28 сентября, четверг, а это значит, что еще один день ближе к выходным. В студии работаю сегодня я, Глаголева Елизавета. Просыпайтесь вместе с нами, заряжайтесь бодростью и позитивом. Узнавайте первыми о событиях, которые произошли в мире и в регионе. А теперь давайте узнаем, о чем мы расскажем вам сегодня. Начинается прием документов на республиканский этап конкурса «Учитель года Республики Саха-Якутия-2023». Победители муниципальных этапов конкурса профессионального мастерства со всех районов встретятся на финальных испытаниях. Пенсия – это не повод сидеть дома и скучать, уверены курсисты школы третьего возраста. Как сохранить жизнерадостность, а главное продлить активное долголетие, расскажут сами участники школы. Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» впервые прибыл в Якутию. С 26 по 28 сентября на станции Нижний Бестях будет работать выставка в рамках всероссийского просветительского проекта «Поезд Победы». Россия – страна возможностей, запускает всероссийскую акцию «Россия вдохновляет», приуроченную к Всемирному дню туризма. Оставайтесь вместе с нами, и для начала давайте по традиции узнаем, какая же погода нас сегодня ожидает. На 6 часов утра в центральных районах от минуса 6 до плюс 2 градусов, в Заречной группе от минуса 3 до плюс 3, в южных от плюс 1 до плюс 2, в Вилюйской группе от плюс 1 до плюс 5, в Нижнеленских плюс 2 плюс 5 градусов, в западных минус 1 плюс 1, в Калыма-Индигирской группе улусов от минуса 3 до плюс 6 градусов, в Янских минус 10 плюс 1, на северо-западе минус 1. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра составляет плюс 3 градуса по Цельсию. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Днем у нас сегодня ожидается ветер западный 3,8 метров в секунду, без осадок, и температура плюс 11, плюс 13 градусов. Ну, чтобы утро у нас, конечно, проходило на позитиве, важно две вещи. Это хороший завтрак и, конечно же, зарядка. Потому что делать зарядку по утрам – это очень полезная привычка, которая помогает сохранить фигуру, сбросить лишний вес и продлевает жизнь. Однако, выбирая упражнения, надо помнить, что зарядка – это необычная тренировка. Утренняя гимнастика – это разминка перед рабочим днем. Доброе утро, дорогие телезрители! Меня зовут Валерия Олесова, и я являюсь абсолютной победительницей игры Манчары по якутским прыжкам. Сегодня я вам покажу несколько базовых упражнений, чтобы быть всегда бодрым и держать свое тело в тонусе. Первое упражнение. Исходное положение, ноги врозь, руки на пояс. Выполняем круговые вращения головой. Начали. 1, 2, 3, 4. В другую сторону. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3. Закончили. Второе упражнение. Исходное положение также ноги врозь. Поднимаем правую руку наверх и делаем рывки руками назад. Начали. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 и 1, 2, 3. Закончили. Третье упражнение. Также исходное положение. Ноги врозь, руки на пояс. Выполняем наклоны направо и налево. Начали. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 и 1, 2. Закончили. Следующее упражнение – это исходное положение, ноги вместе, наклоняемся вперед, пытаемся достать до земли, до пола. Начали. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 и 1, 2, 3. Закончили. Следующее упражнение – это у нас будут выпады вперед правой и левой ногой. Начали. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
4. Закончили. На этом, дорогие телезрители, я с вами прощаюсь и желаю вам отличного дня. Пока! Ну а сейчас начинается прием документов на республиканский этап конкурса «Учитель года Республики Саха-Якутия-2023». Победители муниципальных этапов конкурса профессионального мастерства «Учитель года Республики Саха-Якутия» со всех районов и городских округов встретятся на финальных испытаниях, которые пройдут в городе Якутске с 28 сентября по 4 октября. Сейчас участники занимаются плотной подготовкой к финалу, и сегодня у нас в гостях Нургун Павлов, директор Института развития, образования, повышения квалификации имени Донского. Доброе утро! Доброе утро. В республике Министерством образования объявили декаду, да? Педагогическую декаду. Расскажите, пожалуйста, о мероприятиях, которые проводит ваш институт. В рамках педагогической декады в Республике Саха-Якутия у нас декада стартовала со вчерашнего дня, 27 сентября. Вы знаете, что 27 сентября — это день воспитателя и работника дошкольных образовательных организаций. И вчера открытие состоялось, и как раз-таки мы провели мероприятие по участвованию воспитателей и победителей различных конкурсов, который проводился среди дошкольных образовательных организаций. И, конечно, в рамках педагогической декады наш институт проводит очень много достаточно мероприятий. Одним из, наверное, главных мероприятий — это конкурс «Учитель года», республиканский этап, о котором вы только что сказали. И мы сегодня, конечно, у нас в рамках педагогической декады состоится встреча молодых педагогов с ветеранами. У нас пройдет встреча с нашими наставниками в сфере педагогической деятельности. И мы, конечно, состоится презентация книги, которую педагоги разрабатывали по педагогической династии. И как раз-таки достаточно таких много мероприятий мы заложили в рамках, которые проведем в рамках педагогической декады. Но вы уже тронули тему, конечно, конкурсе «День учителя». Давайте подробно расскажем нашим зрителям, потому что не все знают, то, что уже конкурс проходил, и он начинался аж с 1990 года, да? Ну да, 90-го года. Это даже на 2 года раньше, чем во всей России. Во всей России. Ну, мы его проводим в этом году 32-й раз. Это 32-й конкурс раз проводим. В один год он не проводился по определенным обстоятельствам. Сегодня как раз-таки сегодня состоится открытие нашего финального этапа. В конкурсе со всей республики принимают 30 учителей, а самому молодому 25, а самому опытному 52. Средний стаж работы составляет порядка свыше 11 лет. Да? И здесь, конечно, представляют различные предметы, как раз-таки и учителя начальных классов, математики, физики, русского языка и литературы. Сам конкурс, он состоит из 6 этапов. Первые, 6 конкурсных испытаний, можно сказать. Первые конкурсные испытания — это все учителя напишут педагогический диктант, а потом проведут разговор со школьниками, разговор о важном. Третье — это у нас они проведут урок, мастер-класс, потом уже вопрос учителю будут задавать средства массовой информации, родительская общественность, педагогическая общественность. Ну и в конце мы предоставим слово учителю и услышим нашего учителя. Ну, что говорить про педагогическую декаду? Сам конкурс он проходит в рамках педагогической декады. И у нас по всей России проходит большая учительская неделя. И как раз-таки у нас победители региональных профессиональных конкурсов у нас представляют нашу республику уже на федеральной площадке. И как раз у нас есть уже определенные достижения. Хотелось бы, конечно, поделиться достижениями наших педагогов нашей республики. Это, во-первых, самое, наверное, историческое событие. Учительница родного языка, якутского языка и литературы во всероссийском конкурсе учителей, который тоже проводится Министерством просвещения, вошла в число лауреатов, 6 лауреатов
Всероссийского профессионального конкурса. Ее зовут Лукина Каскаляна Вячеславовна. Она работает в Горном Улусе, в Бельгиастецкой средней общеобразовательной школе имени Афанасия Николаевича Осипова. Ну и сейчас как раз-таки и сегодня вылетели участники Всероссийского конкурса «Директор года». В этом году в тридцатку вошла, в 30 лучших директоров Российской Федерации вошла Калмыкова Ольга Васильевна. Это директор Нижнебестязской средней общеобразовательной школы номер 2 с углубленным изучением отдельных предметов Мегино-Канкаласского улуса. Вергун, скажите, пожалуйста, а как вы выбираете участников, которые поедут защищать республику? Вы знаете, здесь работает вообще 4 группы экспертов, можно сказать. Это, конечно, первое, их большое количество, конечно, это экспертов, учителей, которые стали абсолютными победителями, лауреатами различных профессиональных конкурсов. Ну и опытные педагоги, наши наставники тоже выступают в качестве экспертов. Второе – это родительское жюри. Третье – это ученическое жюри. И четвертое – это у нас нововведение этого года. У нас появляется среди экспертов жюри – это студенты. То есть 4 категории экспертов, которые оценивают по разным критериям. И как раз-таки, там есть определенные критерии на каждом конкурсном этапе, и, конечно, выставляются соответствующие баллы. И здесь оценивается, насколько, например, разговор о важном, насколько тема была раскрыта. Тема раскрыта хорошо. Да, насколько все-таки тема была, она предоставлена на таком глубинном уровне, насколько все-таки дети были вовлечены. Ну и очень много критериев, по которым, конечно, определяется и выставляются соответствующие баллы, по итогам которого все конкурсных испытаний суммируются и определяется абсолютный победитель конкурса. Спасибо вам большое за такое интересное общение. Хочется пожелать всем участникам конкурса победы и хорошо выступить, показать себя, свой талант. Да? Спасибо. А сейчас мы дадим слово нашим коллегам и в скором времени вернемся снова к вам. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Минтруд хочет внести компенсацию за невыплату зарплаты. Сейчас работник не получит компенсацию за задержку средств, поскольку выплаты не начислялись. Ему полагаются только невыплаченные деньги. В случае принятия поправок работодатель будет обязан дополнительно выплатить проценты с того дня, когда он должен был начислить зарплату. Размер ежедневной компенсации составит минимум 1/150 ставки Банка России. Ну а тем временем Банк России запустил онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения. Сами занятия будут проводиться до 15 декабря. С 21 сентября регулятор запустил осеннюю сессию проекта Банка России «Онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения». Занятия будут проводиться до декабря на платформе видеоконференции Webinar Meetings. На занятиях слушатели узнают, как безопасно и эффективно пользоваться банковскими услугами, выбирать финансовые инструменты, использовать современные онлайн-технологии и, самое главное, защищаться от мошенников. В Якутии 100 лучших образовательных организаций получат гранты по 100 тысяч рублей. На эти средства они смогут направить молодых педагогов на стажировку. Принять участие могут учреждения дошкольного, начального, основного, среднего общего, среднего профессионального и дополнительного образования. По итогам конкурса будут выявлены 100 лучших образовательных организаций, которые получат гранты по 100 тысяч рублей. Учебный железнодорожный полигон торжественно открыли в транспортном техникуме в Нижнем Бестяхе. Появление этого полигона говорит о том, что руководство техникума очень ответственно подходит ко всему и к процессу образования. Полигон собирали студенты собственными силами под руководством преподавателей и мастера. Основные элементы железнодорожной инфраструктуры были предоставлены акционерной компанией «Железные дороги Якутии».
В Якутске Центр опережающей профподготовки проводит мероприятие «Профмаршруты». Любой желающий может пройти специальное тестирование и получить информацию о своих профессиональных предрасположенностях. Работа мобильной профориентационной площадки организована в рамках декады празднования Дня среднего профессионального образования. Пройти тест можно до 29 сентября на площади Орджоникидзе и в торгово-развлекательном центре Туймада с 10 утра до 6 часов вечера. Специалисты проекта дают подробную консультацию по 42 профессиональным учебным заведениям. Как в них поступить и в какие вступительные экзамены потребуется сдавать абитуриентам. Мне важно знать, какое будет у меня будущее. И была интересна эта возможность узнать мою будущую профессию или хотя бы место моей профессии. Я прошла тестирование. Мне выдал результат о том, что я буду работать с людьми. Я, в принципе, рада этому результату. Я была уверена, в принципе, в том, что мне выйдет это. У меня были такие предположения. И этот тест был очень интересным и увлекательным для меня. В Якутии увеличат финансирование строительства коневодческих баз. В республике есть потребность в возведении 416 конебаз. По поручению главы Якутии предварительно республика рассмотрит вопросы о увеличении объема финансовых средств на строительство конебаз на отдаленных участках, а также увеличении субсидий на возмещение затрат на возведение. В 2023 году господдержкой воспользовались 19 хозяйств. Они получили по 3 миллиона рублей. Всего сегодня в республике насчитывается 784 конебазы. С 25 по 29 января следующего года в Санкт-Петербурге состоится международный слет потомков победителей «Внуки Победы Ленинград». Организация объединяет более 650 тысяч человек из 89 субъектов России и 59 стран мира. 8 сентября был дан старт конкурсному отбору участников слета, в котором может принять участие любой желающий старше 18 лет. Заявки принимаются до 31 октября включительно на сайте волонтеры-победы.рф. Как отметили организаторы конкурса, к конкурсу допускаются также потомки жителей и защитников блокадного Ленинграда, которые сейчас проживают в других странах. Бюджет Российской Федерации разделяется на 3 уровня – федеральный, региональный и местный. Важным элементом наполнения местного бюджета являются расчеты с торговых мест, а также оплаты при оказании услуг и работ при использовании контрольно-кассовой техники индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Все эти платежи попадают в местный бюджет посредством налогообложения. Отчисления с каждого рубля идут на благоустройство дворов и окружающей среды, освещение, газификацию, здравоохранение, иные социальные, инфраструктурные и экономические нужды муниципалитетов. Не выдали кассовый чек? Обратитесь в ФНС России. Доброе утро! Ну а после того, как мы провели активную зарядку и позавтракали, нужно собраться. И каждый человек себя более уверенно чувствует, когда одевается стильно и удобно. Стильный женский образ формируется из деталей грамотно подобранной одежды, аксессуаров, прически и обуви. Существуют универсальные советы, придерживаясь которых можно выглядеть актуально, модно и стильно. Сегодня мы хотим познакомить вас с Флидой Хуснуддиновой, которая, несмотря на свой золотой возраст, выглядит замечательно. Доброе утро. Ну, мы решили разнообразить рубрику. Обычно модельеры, стилисты рассказывают о новых тенденциях, о новых направлениях моды. Но я хочу вас познакомить сегодня с Флидой Задаевной. Она вот яркий пример, можно сказать, того, что как можно одеваться стильно, интересно, свежо в любом возрасте. Флида Задаевна, расскажите, пожалуйста, вот как вы нашли себя, как вы нашли свой стиль? Ну, свой стиль я нашла как-то... У меня началось с молодости. Я с детства одевалась по-другому. Любую вещь я могла переделать на свой лад. Для себя я шила одежду, вязала я для себя очень много. Флида Задаевна, вот извините за нескромный вопрос. Обычно вот женщины спрашивают, вот вам сколько лет? Мне 70 лет нынче исполнилось в феврале. Ну, отлично, вы вообще классно выглядите. Вообще, вот как люди на вас реагируют? Сколько вам лет? Когда я говорю, они не верят даже. Ну, бывают такие случаи. Ну, поэтому обычно
Я всегда отличалась, думаю, буду отличаться, и на меня смотрят мои покупатели, стараются, как я одеваться. Но, Фрида Задаева, мы знаем, что вообще мода, она всегда меняется, да, поэтому всегда следовать каким-то трендам современным, это тяжеловато, да, вот что вы посоветуете, вот как надо сейчас одеваться интересно, стильно, но опять же, возможно, и бюджетно, то есть как нужно уметь комбинировать вещи, вот как вы сами подбираетесь? Я подбираю у себя вещи, да, я даже, ну вот, не полная, да, худенькая, ну, стараюсь я вот свободную одежду сейчас нынче одевать, она очень модна, и она скрывает очень много наших недостатки, поэтому лучше одеваться свободно. Смотрите, вот как Фрида Задаевна одета, вот на ней льняные, да, вот это Да, штанишки, ага, такие современная обувь, это кроссовки, и вот она разбавила вот шелковым халатиком, да? Нет, это не халат, а платье. Вот видите, Да. платье, да, то есть Да, платье. это Просто я так освободила, одела, чтобы, ну, то есть на первый взгляд кажется, Да. как будто, да, Да, такой как домашний будто бы, халат, да. но Ну, это вот платье, да, то есть платье. она умеет комбинировать. Изучаете там, допустим, интернет, да, там еще там фотографии, там всякие вот различные вот интересные модные издания, или все-таки оно у вас изнутри? она мне изнутри идет. Я когда же вот вещи покупаю, которые я продаю, да, и шапки, и там что-то другое, с сумкой, ну, я сама выбираю, и моим клиентам это все очень нравится. Никто не учил, а я же сама себя начала. Когда я из деревни уехала в 69 году, и когда я начала учиться, никто не думал, что я деревенская. Деревня приезжали, штапельные платья, там на трико где-то носочки. Я уже приехала совсем другой одеждой. Работала как спортсмен, работала в своей жизни. А потом уже последние 7 лет я работала в депутатском ГОКе, крановщицей. А до этого в депутатском ГОКе работала по Спартинской. В общем, крановщица так сейчас выглядит. Нет, на кран тоже я пришла. Сейчас модная кроссовка. Тогда я пришла кроссовкой, джинсовой, покисной рубашкой. Поэтому все ходили в комбинезонах рабочих, но я этого никогда не одевала. Женщина просыпается рано утром, да, вот совсем мало времени остается на себя. То есть нам нужно быстро собраться, быстренько попить кофе, там, не знаю, собраться и бежать на работу. Вот все-таки как нужно себя женщине красиво настроить на то, чтобы день прошел классно, да, и чтобы выглядеть классно? Просыпаться улыбкой. Настроение все равно приходит, как ты просыпаешься. У вас появляется настроение, и уже вы продумываете свой гардероб. Да, уже продумаю свой гардероб. Ну, спасибо большое вам за это интересное интервью. Я надеюсь, что нашим телезрителям было очень интересно сегодня познакомиться с Фридой Задаевной, которая, вот, несмотря на свой золотой возраст, да, выглядит прямо блестит, переливается, как золото. Спасибо вам большое за то, что вы так хорошо выглядите, и то, что даете такой классный, позитивный пример людям, которые хотят быть стильными. Спасибо большое. Ну а мы продолжаем рубрику «Пусть мама придет» и надеемся, что девочка, с которой вы сейчас познакомитесь, обретет семью, и ее необычная мечта воплотится в жизнь. Познакомьтесь, Венера. Меня зовут Венера, мне 16 лет, учусь в 10 классе. В свободное время люблю читать книги. Библиотека – любимое место Венеры. Сюда она приходит по вечерам, выбирает с полки русскую литературу и с удовольствием читает Чехова, Пушкина. Есть у Венеры необычная мечта. Есть какая-нибудь мечта такая интересная? Да, у меня есть мечта. Хочу выучить японский и уехать в Японию. А почему в Японии? Почему на японский язык? Мне нравится их язык и нравится культура. О своих планах расскажи, пожалуйста. После 11-го хочу поступить в педагогический колледж дошкольный. Венера доброжелательная, открытая и спокойная девочка. Она хочет жить и воспитываться в семье. И мы надеемся, что ее мечта осуществится.
В Якутске пройдет республиканский творческий конкурс «Воспевая свой детский сад». Организаторы конкурса – частный детский сад «Домисолька», детская школа искусств, высшая школа музыки. Более подробно об этом конкурсе мы сегодня поговорим с Мариной Яковлевой, заведующей частным детским садом «Домисолька», отличник образования Республики Саха-Якутия. Доброе утро! Доброе утро! Расскажите, пожалуйста, нам о цели конкурса, задачи и вообще, в принципе, о конкурсе расскажите нам. Так, конкурс мы решили провести недавно, и идею предложила нам учредитель нашего детского сада Саргелана Васильевна Гоголева, отличник культуры и автор педагогических сборников для музыкальных детских школ. Также она автор гимна Якутской городской национальной гимназии имени Черяевых. И вот изначально мы хотели провести конкурс гимнов для детских садов, да? Но так как сейчас как никогда актуально патриотическое воспитание, но потом подумали, что гимн это будет как-то сложно, там определенные требования есть, поэтому решили провести конкурс песен «Воспевая свой детский сад». Получается, тематика вашего конкурса будет патриотическая или, может быть, какая-нибудь еще другая? Так, в этом суть конкурса такая, что вот они сочиняют песню про свой детский сад и должны снять ролик про свой детский сад. Ничего себе! И в этом ролике должно отражаться вот все про детский сад, например, какие у них традиции, их свой собственный путь, какие-то авторские там разработки, идеи и так далее. Хорошо, а вот вокал, он вообще сам по себе разножанровый, да? Он бывает академическим, народным, эстрадным. Есть какие-нибудь критерии к этому? Или могут придумать как и частушки, допустим, про садик, и какую-нибудь академическую? Я поняла вопрос. Просто мы подумали, что, кстати, вот хорошее предложение, да? Можете сами вот придумать, да? Участники конкурса. Они могут придумать просто песню, могут придумать как гимн, могут придумать, ну, вы сказали частушки, да? Да вот это свобода выбора, это их фантазия. Мы предоставляем вам любую возможность. Ну, это прекрасно. А кто может участвовать в этом конкурсе? Так, будут участвовать все желающие. Кстати, вот вчера прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню дошкольных работников. Увидела много своих коллег, земляков, чему была очень рада. И сразу, конечно, вот сказала, какие у нас идеи, что мы проводим конкурс. И многие улусы подтвердили свое участие. Жду от вас всех работы. Ну а сейчас много в Якутске открывается частных садиков, да? И у каждого садика есть своя как бы изюминка, какой-то стиль образования. А скажите, пожалуйста, какая изюминка у вашего садика? Ну, название нашего садика «Домисолька». Вот, говорит само за себя, да? «Домисолька», значит, подразумевает музыкальное воспитание. Так как вот у нас учредитель музыкант Саргелана Васильевна, и, кстати, она очень интересный человек, она коллекционирует музыкальные инструменты, сувениры, все, что связано с музыкой. И она даже своими руками сделала много таких, как сказать, музыкальные инструменты в руках человека. Она оживила вот с помощью глины, сама слепила вот людей с музыкальными инструментами. И у нас вот в детском саду приоритет имеет, естественно, музыкальное воспитание. И в нашем садике вот мы на днях откроем мини-музей вот музыкальных инструментов. И у нас в годовом плане особое внимание уделяется музыкальному воспитанию. И у нас много лет работает преданно наша любимая музыкальный руководитель Вера Ивановна. Дети ее очень любят, сотрудники мы ее очень уважаем. И поэтому вот у нас приоритет
музыкальное воспитание. Она очень... Этот год наставника, и мы с ней работали еще в молодости, и она вот до сих пор учит нас, как работать, показывает свое мастерство, делится своим опытом. Пользуясь моментом, поздравляю Веру Ивановну. Марина, скажите, пожалуйста, вот сейчас идет у нас, да, год педагога и наставника, а приходят ли к вам в садик новые педагоги, новые воспитатели, может, молодые? Ну, конечно, в частных садах обычно бывает утечка кадров, приходят, уходят. Вот когда коллектив уже состоявшийся, который работает в течение многих лет, результат работы бывает хороший, да. Но когда сейчас вот приходят многие молодые воспитатели, и хочется, чтобы они долго работали. Например, вот мы, Старая гвардия, мы работаем уже 34-й, 35-й год. И хочется, чтобы молодые приходили, набирались опыта. А вы вот сами сказали, что очень много лет уже работаете в этой сфере. Скажите, чем вам это нравится, чем вам эта специальность нравится? За что вы любите? Ну вот у меня мама была учительницей, потом стала воспитателем в детском саду. И я почему-то вот не думала, что о чем-то другом, да, и сразу пошла учиться на воспитателя. Вот почему, я не знаю. И мне кажется, что воспитатели — это такие креативные, творческие люди. Они всегда молодые. Что интересно, вот когда мы разговариваем, да, воспитатели друг с другом, нам кажется, что мы всегда молодые. И любая идея, да, она быстро подхватывается, и все воспитатели очень талантливые, креативные, прямо мгновенно реагируют на все. Но мне и кажется... остаемся мы всегда молодыми. Ага. Но мне кажется, вы всегда молодые, потому что дети вас подзаряжают. Вот и с детьми всегда окажешься намного моложе. Спасибо вам большое за такое интересное общение. Участникам хочется пожелать удачи, а вам, как организаторам конкурса, интересных номеров. Спасибо. Но уникальный передвижной музей «Пояс Победы» впервые прибыл в Якутию. С 26 по 28 сентября на станции Нижний Бестяг будет работать выставка в рамках всероссийского просветительского проекта «Пояс Победы». Это первая в мире импрессивная инсталляция, размещенная в движущем составе поезде. Масштабный просветительский проект «Пояс Победы» реализуется с 2020 года. За это время с экспозицией смогли ознакомиться более 1,5 миллиона человек в онлайн и офлайн форматах. С начала года выставка побывала в 40 субъектов Российской Федерации. «Пояс Победы» — это уникальный состав. Это первый в мире иммерсивный передвижной музей с эффектом погружения. В свое движение поезд отправился в октябре 2020 года из Москвы, с Белорусского вокзала. На сегодняшний день мы уже несколько раз пересекли всю страну, от Крыма до Владивостока. Мы работали на Черном море и Тихом океане. Мы пересекли Транссибирскую магистраль и работали на космодроме Восточный. Мы посетили более 170 городов. Мы посетили 19 республик. К нам пришло более 700 тысяч посетителей. И более миллиона посмотрел интерактивную выставку на всех площадках. В нашем составе 12 вагонов, под экспозицией 10, 2 технические. Сегодня, впервые в своей истории, «Поезд Победы» прибыл в Якутию, где будет работать в поселке Нижний Бестяг в ближайшие 3 дня. Посещение поезда — это мероприятие бесплатное. Для того, чтобы к нам прийти, нужно пройти регистрацию на сайте «Поезд Победы» и в назначенное время прийти на экскурсию. Нас очень тепло встретили. Большое спасибо принимающей стране. Все очень организовано, все довольно оперативно. С 10 утра к нам стали ходить школьники. Надо отметить, что наш состав никого не оставляет равнодушным. От нас выходит либо задумчиво, либо со слезами на глазах. Поезд вызывает настоящие эмоции. Если вызывает настоящие эмоции, значит, мы работаем не зря. Технический «Поезд Победы» очень сложно сделан. У нас более 4000 единиц оригинального реквизита, более 150 фигур, оригинальный свет, театральный звук, вибродинамики. Во время работы над экспозицией очень много времени было уделено работе с историческими фото- и видеодокументами. Работали историки, работали реконструкторы. И те экспозиции, которые сегодня видели в поезде, они были сделаны
сделаны и воссозданы по тем старым фотографиям тех далеких лет. Все видеостены, которые вы сегодня видели, конечно, кроме архивных, были специально сняты для поезда. Пенсия не повод сидеть дома и скучать, уверены курсисты школы 3-го возраста, которые работают в Якутске уже много лет. Впрочем, в школе можно не только учиться, но и преподавать, чем занимаются активные пенсионеры. В чем заключается залог активного долголетия, узнала наша коллега Мария Кондрашевская. Татьяна Яковлева всю жизнь проработала журналистом. Сначала 15 лет в газете «Полярная звезда», потом еще 20 в «Она плюс». Женщина признается, что раньше у нее катастрофически не хватало времени на свое хобби. И только после выхода на пенсию у нее появилась возможность учиться чему-то новому. И вот уже год Татьяна посещает занятия по бисероплетению в школе 3-го возраста. Я вот сейчас смотрю, неужели это я сделала, допустим, вот так вот, да, вот всю красоту. И все мои родственники, все мои дети очень рады, что вот мама чем-то занимается. Это просто интерес к жизни. Вот я советую всем пенсионерам не сидеть в 4 стенах. Обязательно вот тут каждому есть занятие, о чем вы мечтали в молодости. Впрочем, в школе можно не только учиться, но и самому преподавать. Одна из инструкторов школы – Надежда Холмогорова. Еще в 2016 году женщина пришла на йогу в качестве ученицы, а уже через 5 лет прошла курс обучения на инструктора, чем и занимается по сей день. Мы ездили в центральных городах, в Питере, на форуме 2 раза выставка ездили полным чемоданом. Еще в Калининграде, в Европе ездили. Выставка прошла очень успешно. В Польше тоже выставку делали. Уроками в школе дело не ограничивается. Курсисты не только совместно ездят на природу и занимаются активным отдыхом, но и выезжают за пределы республики, представляют свои работы на фестивалях и выставках. Наши курсанты потом развивают выносливость, силу. И самое главное, это у них меняется психоэмоциональный аспект. То есть улучшается настроение, сон. Люди стараются в этом возрасте быть более гармоничными внутри себя. А гармония распространяется и на родных, и на всех людей, с которыми они общаются. В учреждении работает более 30 секций. Можно найти занятия себе по вкусу, чем и занимаются активные пенсионеры в более чем 30 секциях по таким направлениям, как образование, творчество, оздоровление, фольклор и многим другим. Очень много есть у нас танцевальных коллективов и клубов по направлениям тоже. Образовательные у нас направления – это в первую очередь компьютерная грамотность и мобильная грамотность, которую мы обучаем уже который год. И совместно с библиотекой Smart 203 это успешно реализуем в жизнь. Да? И образовательные у нас есть еще английский язык. Буквально с октября месяца у нас будет английский язык 2 раза в неделю. Школа 3-го возраста работает в Якутске уже 11 лет. Занятия могут посещать не только пенсионеры, но и те, кто вот-вот выйдет на заслуженный отдых, а также люди с инвалидностью. За год учреждение посещают более 2000 курсистов. Более того, онлайн-форму обучения только за прошлый год прошли свыше 10 тысяч человек со всей республики, что говорит о том, что школа 3-го возраста – нужное и полезное учреждение. Мария Кардашевская, Иван Сорокумов, Якутск. Россия – страна возможностей запускать всероссийскую акцию «Россия вдохновляет», приуроченную к Всемирному дню туризма. В регионах России участники и партнеры проекта проведут для жителей страны сотни событий и мероприятий, которые будут проходить также бесплатные мастер-классы и экскурсии, флешмобы и розыгрыши. В 5 городах страны появятся вдохновляющие на путешествия арт-объекты, которые станут точками притяжения для туристов. Основная цель, приуроченных к празднику акции «Россия вдохновляет» – это мотивировать людей, открывать для себя новые места и путешествовать по своей стране.
Первый гастрономический театр «Вкус Якутии» с блюдами национальной кухни открылся в Якутске в ресторане «Мусхая». В меню были включены блюда традиционной якутской кухни. Гастрономический театр является новым форматом, и это направление в России находится в тренде последние 2 года. Это мероприятие прошло в рамках форума предпринимателей, на который прошли различные семинары, мастер-классы, сессии и выставки. И сегодня у нас в гостях Изабелла Андреева, сous-шеф ресторана «Ортодайду». Доброе утро! Доброе утро. Но я вижу, что вы пришли не одна, а со своим творчеством. И вы представляли на гастрономическом фестивале свой десерт кёрчах. И если он дома у нас обычно находится всегда в тарелочках, то у вас он такой красивой интерпретации. Расскажите, пожалуйста, как вы придумали такое изысканное блюдо? Ну, я впервые представила этот десерт на «Вкусе Якутии» на конкурсе. Потом начала, как-то все начали интересоваться этим, всем стало интересно, как, что, вот, и, как-то оно само родилось, то есть я особо даже как-то не заморачивалась, не думала, как-то оно само все появилось, но единственное, когда я была в Красноярске, хочу сказать, что в Красноярске очень много хороших ресторанов. Я хотела бы, чтобы там все просто побывали. Вот. И как раз-таки в Красноярске я увидела примерно такой же десерт. Вот. И начала думать, как бы мне использовать задумку только в якутской интерпретации. То есть более, в смысле, там был сметанник. Если в шарике был сметанник, то у меня кёрчах. Вот, то есть я даже ни на минуту как-то не задумывалась, чтобы туда внутрь положить, потому что я уже знала, что у нас есть такой десерт якутский. Но о кёрчах, вот расскажите зрителям, я-то уже вижу, он сам по себе жидкий, но вы его как бы спрятали в шар. Расскажите подробно, что это за шар, из чего он сделан? Шарик сделан из изомальта. Изомальт — это на 30-40% имеет сахара ниже, чем обычный сахар. То есть он не слишком сладкий, но при этом он имеет структуру быстро плавиться, но и держать свою форму после плавления. Вот, и с ним работать достаточно сложно. Я очень сильно просто как-то всегда мучаюсь с ним, но мне очень нравится процесс. Мне очень нравится процесс, как это все потом получается. Мне нравится, как потом это отдается мне назад, что люди говорят. Вот, и получается, я делаю 2 шарика, и туда в 2 шарика уже как бы сразу кладу кёрчах. Вот, и потом я его скрепляю, я его плавлю с 2 сторон, получается, чтобы они закрепились, соединились. Вот. Изабелла, а вот во время самого фестиваля кёрчих, он же был еще со свечкой, да? Давайте покажем, как блюдо выглядело у вас именно на фестивале. Его надо зажигать. Сейчас. Ой. Вы... Так. У вас, я вижу, кроме того, что сам кёрчих, он на чем-то у вас стоит, да? На чем он у вас стоит? Да, на бисквите. Это как бы мох получается. И... Давайте я помогу вам. Спасибо. Мох и... Ну, это как, получается, как трава. Как трава, и как бы я показываю, покажите, что... как это красиво. Вот так это все выглядит. И можно теперь загадать желание и задуть свечку, да? Да, это можно загадать желание, задуть свечку. В чем прикол? Прикол в том, что этот десерт родился в сакральных местах Ангаласского улуса, в местности Ортодайду. И пожелание, которое загадает гость, обязательно исполнится. О, это очень здорово. Разрешите, если я сейчас загадаю желание и задую свечку? Да, конечно, можно. Я хочу, чтобы у всех все было хорошо. Вот. Так, можно разбить.
Но это мы позже, давайте наконец, чтобы на самое вкусненькое. Расскажите, пожалуйста, про ваши банкеты. Какие у вас существуют залы в ресторане и как можно заказать банкет? В ресторане у нас получается 3 зала. Это большой зал, есть еще зал «Камелек», VIP-зал. И большой зал рассчитан на 70 человек, VIP-зал рассчитан на 30 человек, а зал «Камелек» рассчитан на 15-20. Еще также у нас есть летний навес, в котором проводятся банкеты летом. А какие блюда вы предлагаете гостям? На банкетах? Да. На банкетах, ну, все как обычно, получается, закуски, мясное ассорти, рыбное ассорти, салаты обязательно должны быть и горячее. Горячее лучше брать сразу 2 горячих, чтобы на первый стол было и на второй стол. А что делает ваш ресторан особенным и неповторимым местом? Наш ресторан делает особенным то, что наш ресторан находится на лоне природы, что нашему ресторану, нашему комплексу более 20 лет, что сейчас уже приходят на банкеты, на мероприятия уже дети гостей, которые у нас как раз-таки уже были. Ничего себе, это здорово. Но я также слышала, что у вас кроме этого проводятся гриль-ужины, да? И как я знаю, лично это вы проводите, и пока что еще никто не проводит. Расскажите подробнее про гриль-ужины. Да, гриль-ужины мы проводим. Фишка гриль-ужинов у нас в том, что мы проводим их на улице. Особенно это очень интересно получается, когда летом. Летом у нас там, ну как в теплое время погода имеется в виду, у нас там стоит гриль-очаг. Гриль-очаг я еще нигде у нас в республике не видела, он пока только у нас есть. Он получается такой круглый весь. На нем, ну, как бы он такой вот чаша, в котором кидаешь дрова и жаришь на пищевой стали. Вот, и он очень быстро нагревается, все быстренько готовится, это все очень интересно выглядит за счет того, что сам очаг имеет необычную форму. Вот, все гости очень удивляются, им очень все так интересно, потом также мы получаем очень позитивные и хорошие отзывы от гостей. Они говорят, что это вообще очень потрясающе, что такого нигде нет. Изабелла, спасибо вам большое за такое интересное общение и за такую красоту, которую даже жалко бить. Вот. Хочу вам пожелать хороших гостей, конечно, чтобы их было намного больше, и новых интересных проектов. Ну а сейчас мы дадим слово коллегам и в скором времени вернемся к вам снова. Доброе утро, Якутия. Коротко о главных событиях к этому часу. Беспилотники из Якутии прошли успешные испытания в зоне специальной военной операции и помогли военнослужащим при ведении боевых действий. Об этом заявил глава республики Айсан Николаев. По его словам, поставки дронов, квадроциклов и другой необходимой техники в зону СВО будут продолжены. На днях было получено заключение от одного из командиров, что дроны хорошо себя зарекомендовали. Глава региона отметил, что система подготовки бойцов и снабжения, которую проводит республика, стала одной из лучших в стране. Об этом говорят руководители воинских частей, а также российских министерств и ведомств. Государственные инспекторы Минэкологии Якутии провели проверку по факту загрязнения реки Алдан. Предварительно установлен источник загрязнения. Надзорные и правоохранительные органы направили информацию о загрязнении реки Алдан. Об этом 27 сентября сообщили в Минэкологии региона по итогам выездного обследования местности. Выяснилось, что на реке Малый Немныр вода визуально чистая до слияния с правым притоком – ручьем Медведевка. После слияния вода становится мутной. В долине ручья ведут работу недропользователя, отобраны пробы природных вод. В Якутске состоялась торжественная установка информационной таблички на объект культурного наследия «Памятник русским землепроходцам», основателям городов и сел северо-востока страны. Памятник и прилегающие к нему территории были приведены в порядок, и в День государственности республики была торжественно открыта табличка для посетителей с краткой информацией о памятнике. Основная миссия данного мероприятия – предотвратить уничтожение памятников истории и культуры республики. Данное событие прошло в рамках взаимодействия Русского географического общества и Департамента по охране культурного наследия.
В рамках Дня государственности в Парке Победы состоялось принятие присяги воспитанниками кадетской школы. Данное событие проводится ежегодно и является одним из самых волнительных событий как для самих кадетов, так и для кадетской школы. Всего в кадетскую школу отбирают ребят с выносливостью и хорошей успеваемостью. В этом году присягу приняли 38 воспитанников кадетской школы, 28 посвящены в юноармейцы. Ребята поклялись честью и достоинством носить имя кадета, упорно овладевать знаниями, строго соблюдать дисциплину, с гордостью относиться к своей будущей профессии. Всего в кадетской школе 140 обучающихся, и все они состоят в юнармии. Учение у нас идет, как и в обычной школе, но плюс есть профильные занятия для подготовки к военной службе. Ежегодно есть поступающие на военную училище, есть те, кто поступает по линии МЧС, ФСБ, пограничные войска. В том году у нас по профильному направлению было на 2-3% больше, чем нынешние. Для участников и гостей игр «Дети Азии» 2024 года в Якутске подготовят экскурсионные маршруты. Причем они охватят не только столицу, но и близлежащие территории. Экскурсии пройдут по памятным и историческим местам. Напомню, около 25 стран подтвердили свое участие в играх «Дети Азии» в Якутске в следующем году. Для организации соревнований привлекут порядка 2000 волонтеров. Ожидается участие более 3000 спортсменов. Якутский хапсагай масс-рестлинг будут представлены на первых всемирных играх национальных видов единоборств. Масштабные соревнования пройдут с 4 по 8 октября в Чебоксарах. Всего в программу всемирных игр включены 8 национальных видов спорта. Среди них оказались масс-рестлинг и хапсагай. Участниками соревнований станут порядка 2000 спортсменов. Они представят около 20 стран мира. Сами игры состоятся в Ледомом дворце Чебоксара-арена. В турнире по масс-рестлингу выступят студенческие объединения. Борьба пройдет по 9 весовым категориям среди мужчин, а также 5 у женщин. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами. Ну а мы в эфире «Утро Якутии». Впереди нас ожидают прекрасные выходные, и это повод, чтобы сходить в кино. Мы для вас составили список кинофильмов под разное настроение. Чао, Роберто! Чао, Роберто! Роберто, расскажи, чем ты занимался дома? Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Я был госслужащим. Теперь я на пенсии. Третья часть криминального боевика «Великий уравнитель». Дарю. Действие фильма развернется в Италии, где герою Вашингтона предстоит побороться за новых друзей, которых контролируют местные криминальные авторитеты. Одну из главных ролей исполнила Дакота Фэннинг. Дензел Вашингтон подчеркнул, что во время съемок первого фильма не представлял, что сыграет роль Маккола в 3 частях. Продолжение «Великого уравнителя» выходит на экраны спустя почти 10 лет с момента релиза оригинала в 2014 году. Сиквел дебютировал в 2018. Серия фильмов основана на одноименном сериале CBS 80-х годов. В первой части Роберт Маккол защищал девушку-подростка от русской мафии. Во второй пытался отомстить людям, убившим его друга. Впоследствии боевики стали кассовыми хитами. Я похож на убийцу. Так, ладно. Сейчас влечу. Все получится. Экранизация комикса «Синий жук» добралась до кинотеатров Якутии. Первая картина DC о латиноамериканском супергерое. Нет, 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 постой! Выпускник Хайме Рейс возвращается в Палмера-Сити к своей семье, живущей за чертой бедности. Юноша находит доступную работу уборщиком у руководительницы гигантской корпорации Виктории Корт, где сталкивается с Дженни, которая проводит биотехнические эксперименты с оружием. Жизнь Хайме круто меняется, когда в руки парню попадает таинственный инопланетный скоробей, экзоскелет, выбравший Хайме в качестве носителя. Теперь каждый раз, когда он оказывается на грани смерти, скоробей активируется и превращает парня в супергероя Синего жука. Миру необходима защита.
боль? Рекомендую нам отступить. Я ничего не вижу! Да знаю! Также кинотеатр «Центральный» продолжает показы спортивного экшена «Гран Туризма», 4-й части приключенческой комедии «Неудержимые», российской комедии «Я богиня», биографическую драму «Опенгеймер», народную комедию «Кандидат», а также литературную классику «Историю трагической любви двух юных сердец». Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Ну, на этом эфир наш подходит к концу. Мы вам желаем доброго дня и, конечно же, хорошего настроения. Ну, а завтра в 7 часов утра мы с вами снова встретимся на канале Якутия 24.